Добрый день, дорогие друзья, дорогие участники и болельщики. Министерство спорта Российской Федерации, Ассоциация мини-футбола России приветствует вас на финальном матче общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». И сейчас на площадку приглашаются команды участницы финала. Школа номер 2. Село Иргаклы. Номер 1 Виктория Кривенко. Номер 5 Анна Калашникова. Номер 10 Самира Умарова. Номер 4 Алина Исмаилова. Номер 3 Ангелина Мусаева. Номер 6 Элина Тягусова. Номер 8 Арина Григорьева. Номер 9 Анастасия Пухова. Номер 7 Кристина Васюкова. Номер 11 Анастасия Черемиченко. Школа номер 2 Иргаклы. Матч судья Дмитрий Аксенов, город Павлово. Второй судья Руслан Литвинов, Ростов-на-Дону. Третий судья Михаил Белов, Нижний Новгород. Все судьи Ассоциации мини-футбола России. Ну что, приветствую вас на очередном финальном матче всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». Также известный этот турнир под названием «Мишка». И если вы смотрели предматчевое шоу, то вы все знаете, вы все поняли, вы все слышали. Но, тем не менее, мой долг как комментатора сказать вам о том, что сегодня в возрастной категории 2008-2009 годов рождения за золото, за всероссийское золото играют средняя образовательная школа номер 2 имени Терещенко из села Иргаклы, что находится в Степновском районе Ставропольского края России. И всего лишь 4000 человек, по последним данным, живет в этом селе. Но, тем не менее, девчонки, которые играют в зеленой форме сегодня, добрались до финала и будут на равных, уверен я, соперничать с школой, среднеобразовательной школой номер 100 города Ижевска. Эта команда сегодня играет полностью в белой форме. И сегодня именно Ижевск и Иргаклы оспорят звание лучшей школы в России, где лучше всего играет мини-футбол. И делать это будут следующие девчонки. Начнем со школы имени Терещенко, вот которая сейчас рвется в атаку. В воротах Кривенко Виктория номер 1, номер 5 у Анны Калашниковой, номер 10 Самира Умарова, номер 4 Алина Исмаилова, номер 3 Ангелина Мусаева, номер 6 Тягусова Илина, номер 8 Арина Григорьева, номер 9 Анастасия Пухова, номер 7 Кристина Васюкова и номер 11 у Анастасии Черевиченко. Напомню, что играют эти девчонки в зеленой форме сегодня, а им противостоят девчонки из Ижевска под 9 номером, полностью в белой амуниции играет Яна Пантюхина. 3 номер у Василисы Тарасюк. Номер 1 в воротах Валерия Халуева. Номер 5 Виктория Жигалова. Номер 4 Анна Пискунова. Номер 8 Анна Васильева. Номер 2 Александра Ардашева. Номер 6 Ксения Карпова. Номер 7 Варвара Белых и номер 10 Елизавета Кропотина. Ну что, все предматчевые обязательства выполнены, и теперь можно наблюдать непосредственно за игрой. Пока что все финалы у нас проходили крайне напряженно, и я думаю, что не станет исключением и этот матч, потому что на кону все, на кону золото. Да, серебро это тоже хорошо, серебро это почетно, но когда ты выходишь в финал, никаких других мыслей, кроме как о первом месте, быть, конечно же, не может. И вот именно такую целеустремленность это
и ставит целью воспитать турнир мини-футбол в школу, в котором соревнуются непрофессиональные игроки, любители, начинающие любых возрастов. И я думаю, что этот турнир заявлялся как кузница кадров для профессионального футзала или мини-футбола, как его еще у нас называют. И не исключено, что кого-то из участниц сегодняшнего финала, быть может, через несколько лет, 5, 6, 10, мы, может быть, их увидим на профессиональном уровне. А пока что можно констатировать, что обе команды на данный момент хорошо подготовились друг к другу. Опасных моментов нет. Каких-то особенных провалов в обороне тоже не наблюдается. Любая опасность сразу же, знаете, купируется игроками обороны. И пока что ничья. Вот это уже было опасно. Наносил удар игрок Ижевска. И по сложившейся доброй традиции мы выясняем сегодня не только еще лучшую команду, но и, так скажем, ищем, где же, в каком городе, в каком населенном пункте лучшая поддержка. Перед каждым финальным матчем мы производили своеобразную перекличку в комментариях к этой трансляции. Поэтому призываю всех из Ижевска, кто смотрит этот матч, писать слова поддержки своей команде. Я уже видел там несколько сообщений, которые были прямиком из Удмуртии, пришли к нам сюда, в Нижегородскую область, но также и Иркаглы. Всех болельщиков, всех знакомых, всех родителей из Иркаглы я призываю в комментариях и надеюсь, что вы проявите свою активность и ваши игроки почувствуют вашу поддержку, даже несмотря на то, что вы за много-много километров, но вы все равно переживаете. И я думаю, что опаснейший момент еще один Ижевск создает. Может продолжить эту атаку, так и есть. Это 9-й номер, капитан команды Яна Пантюхина, делает неточную передачу, а до этого Яна наносила опасный удар. Но вот пока что Виктория Кривенко, голкипер команды Иркаглы, справляется со всеми угрозами, которые исходят от игроков в белой форме, от игроков Ижевска. Если кто не смотрел предыдущие финалы, я уверен, что есть такие. Напомню, что игры играются каждый тайм по 12 минут. У нас здесь последняя минута, так называемое чистое время, а вот 11 минут игроки играют, ну так скажем, грязное время. Это когда мяч, даже если вышел, то время не останавливается. И здорово сейчас разворачивается и забивает! Великолепный голешник! Просто посмотрите на это! Кристина Васюкова. Это, наверное, на данный момент лучший гол финалов всех вообще сегодняшних матчей. Ну, просто развернулась и метров с 12 с носка вонзила этот мяч в девятку. 1-0, впереди команда из Иркаглы. Вот так вот Ижевск вроде бы владел инициативой, наседал на ворота своих соперниц. А вот такой вот финт и вот такое индивидуальное мастерство сыграло свою роль. И классно сыграла сейчас Кристина Васюкова. Отмечаем ее действия, которые пока что игра у девчонок из Иркаглы. Но вот свое преимущество Ижевск пока что, кажется, что не знает, как реализовывать. Вроде бы есть у них подходы, а есть вот такие выходы у девчонок из Ставропольского края. Вот это было очень и очень опасно. Вот такие быстрые резкие контратаки. Это то, что принесло уже однажды им успех. И у нас стартует последняя минута первого тайма.
Виктория Кривенко спасает свою команду, но пока что я бы вот сказал, что Кривенко лучшая в своей команде. Да, Кристина Васюкова сотворила шедевр, шедевральный гол, заколотила, можно сказать, но голкипер Иргаклы, фу-фу-фу, конечно же, не хочу ни в коем случае навлечь беду и не хочу кого-то перехвалить, но пока что играет она выше всяческих похвал. И вот все эти массированные атаки, и здорово здесь играет Умарова Самира, развернулась, пас только Самира точно не смогла сделать, а так технично, уверенно сыграла 10-й номер Иргаклы. И пока что у нас остается 8 секунд до конца первого тайма, пока что в котором девчонки из Иргаклы впереди благодаря забитому мячу Кристины Васюковой. И у нас перерыв. Увидимся с вами во втором тайме. После небольшой паузы, после небольшого перерыва мы возвращаемся на финал девушек 2008-2009 годов рождения, в котором средняя образовательная школа номер 2 из города Иргаклы, что в Ставропольском, что находится в Ставропольском крае, играет против команды из Ижевска. И играет достаточно уверенно. После первого тайма счет у нас в пользу номинальных хозяек паркета. Команда Иргаклы 1-0 благодаря забитому мячу Кристины Васюковой. Девчонки из Ставрополя, которые сегодня играют в зеленой форме, вышли вперед и пока что свое преимущество сохраняют. Но Ижевск по ходу первого тайма владел в целом инициативой, имел больше подходов к воротам Виктории Кривенко, прошу прощения, но Виктория играла в первом тайме выше всяческих похвал, и ни один из этих подходов не позволило реализовать и превратить в забитый мяч. Ну что, тем интереснее будет смотреть за вторым таймом этого поединка. И вот здесь Ижевск сразу же включается и продолжает действовать все в том же стиле, что и до этого. Играет с территориальным преимуществом команда в белой форме, но пока что это территориальное преимущество реализовать они не в силах. Ну и виной тому великолепная игра Виктории Кривенко, ну и в том числе какие-то моменты сами девчонки из Ижевска не реализуют. Но вот сейчас выход 1 на 1 не состоялся, потому что подстраховала свою команду Василиса Тарасюк под третьим номером. Не дала она Кристине Васюковой шанса на дубль, но перешли на чужую половину паркета девчонки из Ставрополья. И сейчас пытаются тут закрепиться, что у них и получается. Ну и вот этот финал, это очередное, знаете, подтверждение
подтверждение тому, что на вершину мини-футбола можно, так скажем, забраться из любого места нашей страны. Сегодня очень много соперничества между мегаполисами и совсем маленькими затерянными поселками и селами, в которых население-то и не больше 10 тысяч человек, а вот их школы выходят в финал, всероссийский финал проекта и играют не то что достойно, а в какой-то момент даже лучше, выигрывают, обыгрывают, казалось бы, признанных фаворитов. И вот команда из Ставропольского края, из села Иркаглы в очередной раз доказывает, что неважно, откуда ты, если у тебя есть мастерство и если ты готов отдать все для победы, то все у тебя может получиться. И сейчас именно они ближе к золотым медалям, нежели их соперницы из Ижевска. У нас тем временем остается 8 минут до конца. Я думаю, что Ижевску нужно предпринимать что-то кардинально новое для того, чтобы, не то чтобы спасти эту игру, но навязать атакующий стиль игры своим соперницам, потому что кажется, что девчонки из Иркаглы приноровились к игре Ижевска, и уже пока что у нас во втором тайме не возникает голевых моментов ни у одних ворот, ни у других, поэтому счет у нас остается неизменным за 7 уже минут до конца. Напомню, играет по 12 минут тайм, и это значит, что уже 5 минут команды отыграли, но такое ощущение, что Иркаглы все устраивает. Конечно же, они ведут со счетом 1-0, но Ижевск будто бы имеет, знаете, в запасе очень много времени, хотя время-то оно уходит. И вот сейчас опасная атака и фол со стороны Ижевска. Это сфолила Яна Пантюхина под 9 номером. И теперь штрафной удар будут девчонки из Ставрополья разыгрывать. Вот сейчас реальный шанс для того, чтобы увеличить отрыв в счете. Метров, так знаете, с 13, но можно не просто прямым ударом пробить, можно что-то разыграть, но скорее всего 9 номер Анастасия Пухова будет бить, и так и есть. Удар в створ ворот, мяч не проходит. Розыгрыш Ижевска от своих ворот, но вот такие передачи надо искоренять девчонкам в белой форме, если они планируют для начала хотя бы счет сравнять, потому что не видно, вот может быть за счет чужих ошибок, за счет ошибок соперника получится у них отвоевать забитый мяч, но команда из Иркаглы пока что допускает минимум ошибок. Может быть, чем ближе к концу, тем будет этих ошибок больше, потому что силы не беспредельны, но пока что все основное движение, вся основная игра у нас во втором тайме происходит в середине паркета, и будто бы обе команды выжидают и ждут ошибки от друг друга. Но такой ошибки не совершают, и вот будто бы, знаете, такое ощущение, как будто у девчонок в первом тайме кончились эмоции, потому что первый тайм выдался крайне эмоциональным, а сейчас Иркаглы как будто вышли играть на удержание, и это у них с успехом получается, надо отметить. А вот Ижевск пока что не знают, как взломать эту оборону, и, может быть, как раз вот этих пресловутых эмоций девчонкам в белой форме и не хватает. Потому что,
В первом тайме они были острее, в первом тайме они больше атаковали, наседали на ворота, а в тайме втором у Виктории Кривенко, который, на мой взгляд, является одним из лучших игроков сегодняшнего матча, ну, работы, прямо скажем, немного. И вот сейчас момент, хороший шанс для того, чтобы сравнять. Девушки из Ижевска сами себе создали после розыгрыша аута. Но вот такая вспышка, знаете, по ощущениям, когда находишься здесь, такая была яркая вспышка, но вновь все как-то закончилось. Все вернулось в такое спокойное состояние. И нет какого-то, знаете, финального напряжения в этом матче. Может быть, команды приготовили его для нас на последних минутах. У нас остается ровно 3 минуты до конца этого матча. Вот, может быть, эту ошибку сможет использовать Ижевск. И в очередной раз Кривенко Виктория спасает свою команду. Это прорвалась там Василиса Тарасюк. И вышла 1 на 1 практически, била по воротам. Но первый номер Иргаклы спасла свою команду. Ну что ж, браво, аплодисменты Виктории. Пока что она одна из главных творцов того результата, который вы можете видеть на экранах. А результат таков, что команда из села Иргаклы впереди со счетом 1-0. И у нас тайм-аут. Тайм-аут берет, если я не ошибаюсь, тренер Ижевска. Ну что ж, тем временем Ижевск на мяче. Ижевск должен сейчас атаковать. Счет 1-0. Счет очень и очень хрупкий. Нужно очень серьезно оборонять это преимущество. И это Галасу. Вот сегодня вот красота залетает. Только красивые голы забивают девчонки. Это, наконец-то, Пантюхина Яна сравнивает счет со своей половины паркета. За шиворот. И здесь Виктория Кривенко. Жаль ее, жаль. Великолепный матч Виктория провела, но вот такую ошибку допустила. Наверное, не видела она момент удара. И продолжает Пантюхина здесь бомбардировать ворота команды из Иргаклы своими ударами. Ну что ж, за 10 секунд до конца у нас 1-1. А это значит, что если ничего не изменится, нас ждет серия пенальти, в которой сойдутся эти непримиримые соперницы. Да, ждем пенальти. Ижевск подарили нам триллер в сегодняшнем финале настоящий, где было все, где были 2 великолепно забитых гола дальними ударами. Красота неимоверная, конечно же, сегодня исполнили Пантюхина Яна. А сейчас Пантюхина Яна забивает первый удар своей команды. 1-0 в пользу Ижевска. После первого удара девчонок в белой форме. Сейчас к мячу подходит Кристина Васюкова из команды Иргаклы. Очень бережно она ставит мяч, против нее Валерия Халуева. Смотрим. И это гол, и это 1-1. И пока что безошибочно исполняют пенальти обе команды. И сейчас к точке направляется игрок под 4-м номером команды Ижевск. Это Анна Пискунова. Ну что ж, посмотрим за ее попыткой. И Кривенко Виктория, в свою очередь, занимает, кажется, что весь створ ворот. И справляется Виктория с этим ударом после 2 пробитых у Ижевска ударов. 1 всего лишь забитый мяч у мяча. Анастасия Пухова. Забивает Анастасия, счет 2-1 в
пользу команда Иркаглы Ставропольского края. Напомню, девчонки представляют именно это административное объединение. И все-таки забивает Карпова Ксения. Делает счет 2-2, но в запасе у Иркаглы есть еще один удар, который отправилась наносить. Сейчас узнаем, кто. Это 8-й номер Арина Григорьева. Нужно ей установить мяч так, чтобы он стоял неподвижно на точке. С этим она справляется. Посмотрим, как справится с ударом. И не забивает Арина свою попытку. Счет у нас становится равным. Еще по 2 удара есть у каждой из команд. Ну что ж, здесь нервы, здесь игра голкиперов выходит на первый план. Ну и, конечно же, те, кто окажется сильнее ментально. Ардашева Александра забивает, выводит Ижевск вперед. Посмотрим, что на это ответит команда из Иркаглы. Это Карпова Ксения. И практически не берущийся удар нанесла Ксения. Что ж, последний удар в этой серии. Счет у нас 3-3. И вот к мячу подходит Виктория Жигалова, и она не забивает. И теперь решающий удар. Кто же пойдет бить? Идет его бить 5-й номер Анна Калашникова. От ее удара зависит, кто заберет золото в этом финале. Анна Калашникова против Валерии Халуевой. Гол! И забивает Анна Калашникова. От 2 штанг мяч отрикошетил, и команда из небольшого села Иркаглы, что в Ставропольском крае России, забирает золото. Поздравляем их с этой сложной победой. Ижевск поздравляем с серебром, а мы вас ждем на последнем финале среди юношей 8-9 годов рождения.